Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на улице Карла Маркса в Казани. Я даже не могу вспомнить от удара. Иномарка влетела в машины дорожных служб. Расскажем, как и почему девушка-водитель мотоцикла не справилась с управлением и упала с байка. Без этого здесь было просто месиво. Доехали одни уши. Пострадавшую госпитализировали. А также подробности убийства 43-летнего мужчины на улице Максимова. И многодетная мать оставила детей в кафе и пошла делать закладки. Вы их оставили там? Она им сказала, что я сейчас быстренько съезжу. Это и не только прямо сейчас. 3 человека госпитализированы, еще несколько официально пострадавшими не считаются, но столкновение с Hyundai без последствий для них не прошло. Иномарка на высокой скорости врезалась в транспорт дорожных служб. Они ремонтировали асфальт на улице Карла Маркса. Основной удар пришелся в УАЗ, который как бильярдный шар откинуло на трактор, который был впереди. Вы ехали или стояли? Стояли, наверное, санация была. Вот трещина заливает что-то. Я даже не могу вспомнить от удара. Основной удар пришелся в УАЗ. Hyundai на большой скорости врезалась в него сзади. 24-летний водитель отечественного автомобиля от помощи медиков отказался. Физически чувствовал себя неплохо, хотя признал, спина болит. Ударился, спиной ударился. Отбил все даже сзади спину. А к врачам нет? Нет, вроде так нормально. Больше его волновало то, что забыл обстоятельства аварии. Ехали в момент столкновения или стояли, и сколько человек было в УАЗе. Я в шоке, не помню. Наверное, вдвоем. Я вот сейчас начал отходить от этого и, наверное, вдвоем были. В шоке еще вообще ничего не помню. От сильного удара УАЗ откинуло вперед, прямо на трактор «Беларусь». Этот удар также был не слабым. Вы ехали или стояли? Кама. А? Кама, радиус 20. Прибывшие на место врачи скорой помощи с различными травмами госпитализировали 2 22-летних пассажирок иномарки и 37-летнего дорожного рабочего. Он стоял на проезжей части и заделывал трещины в асфальте. Иномарка сбила его после столкновения с УАЗом. 25-летний водитель Hyundai, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, в медицинской помощи не нуждался. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Девушка-водитель мотоцикла пострадала, не справившись с управлением на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Чуйкова. Она в прямом смысле слова взлетела вместе с байком и, приземлившись, упала на дорогу. Опыт вождения, говорят ее товарищи, у нее есть. Считают, все произошло из-за состояния дорожного покрытия. В этом месте дорожные службы сняли часть асфальта, но знаков о проводимых работах байкеры не увидели. В итоге сама где-то здесь приземлилась. Мотоцикл вообще. Они боялись, что посыпаться могут все, особенно те, у кого опыта не так много. Ехали по проспекту Амирхана, и вдруг девушка, которая в колонне была первой, в прямом смысле взлетела вместе со своим мотоциклом. Погнали, сделали трамплин. То есть, они молодцы, то есть хотя бы не вот такая вот штука, то, что ты еще пересяк прилетел. Но прикольно в один фиг мало. Едешь нормально, адекватной скорости, ты просто уходишь на взлет. В машине это как по барабану, а мотоцикл критично. На получившемся трамплине подпрыгивали и автомобили, но приземлялись они на колеса и продолжали свой путь. Мотоцикл приземлился также на колеса, но байк подскочил, и дальше мотоцикл и водитель полетели уже отдельно. Друзья девушки рассказывают, что ее спасла защитная амуниция. Без этого здесь было просто месиво. То есть, потому что она летела, упала на нем. То есть он сфортизировал обратку, ее скинули уже. То есть она уже терлась в асфальт метров 20-30. То есть была без куртки, в майке или что-нибудь еще, но просто там доехали одни уши. Из предупреждающих знаков только вот это ограждение рва у края проезжей части, поэтому все произошедшее стало для байкеров неожиданностью. Она первая шла, за ней девчонка тоже шла. То есть мы за нее брались, потому что девчонка, которая ушла, она уже довольно опытная девчонка, а за ней шла неопытная. Вот мы за нее очень сильно испугались. Вот. Остальные-то уже все увидели, потому что здесь сразу видите, выпали. Вот здесь в пыли все. Остальные уже аккуратненько. А скорость какая была? Плюс-минус адекватная, то есть вот только тронулись светофор буквально с того. То есть особо не разгонишься. Пострадавшие тут же вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели девушку на месте и приняли решение о ее госпитализации. Везти далеко не пришлось. Все произошло в паре сотен метров от 7-й больницы. Ее мотоцикл отвезли на ремонт. Говорят, подобные вещи неприятные, но в целом морально готовы ко всему и понимают всю степень опасности. Понимание того, что каждый день может быть последним. Лена Знатульна, Константин Бушуев, «Вызов 112».
9 лет лишения свободы в колонии поселения и лишения водительских прав на 3 года. Московский суд Казани вынес приговор Максиму Вандышеву, который вечером 16 ноября минувшего года сел нетрезвым за руль купленного в кредит Форда и насмерть сбил семейную пару. 39-летний мужчина и 36-летняя женщина скончались на месте. Сиротами остались 2 детей. Опекунство над племянниками взяла их тетя. Момент наезда был зафиксирован камерой наблюдения. На записи видно, что водитель иномарки стал тормозить только после того, как сбил идущих по пешеходному переходу людей. Свою вину мужчина полностью признал, но оговорился, что перед тем, как сесть за руль, не пил, а бутылку вина и 100 граммов водки употребил за 14 часов до трагедии. Потерпевшими по этому делу признали 5 человек: 2 родных сестер погибшей Раизали Поповой, 2 их детей и ее маму. Ранее в суде пострадавшие просили единовременную компенсацию 2 миллиона рублей, частичную 5 миллионов и каждая из сестер и матери еще по миллиону. Также просили суд назначить ежемесячные выплаты на детей до их совершеннолетия по 10 тысяч рублей на каждого. У сторон есть 10 дней для обжалования приговора. 9 человек погибли и 207 получили различные травмы в результате ДТП с участием пешеходов в Казани с начала этого года. Согласно статистике, наибольшее число подобных происшествий происходит вне пешеходных переходов. Люди просто перебегают дорогу, где вздумается. Для сокращения числа таких происшествий в столице Татарстана в течение ближайших 7 дней будет проходить операция «Пешеход». В ее рамках будет усиленный контроль за соблюдением правил содержания пешеходной инфраструктуры. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов в городе Казани с 13 по 22 июня будет проходить мероприятие «Пешеход». В рамках мероприятия экипажи будут нацелены на профилактическую работу с пешеходами. Убивать не хотел. Ножевое ранение мужчина получил во время ссоры со своим соседом. Она переросла в потасовку. Следователи сегодня рассказали подробности гибели 43-летнего казанца у подъезда одного из домов на улице Максимова в Казани. Напомним, лежащего у двери мужчину с ножевым ранением живота обнаружили прохожие. Они вызвали полицию, скорую помощь. Раненого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти его жизнь. Мужчина скончался в больнице. По подозрению в преступлении задержан 48-летний сосед потерпевшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В дальнейшем потерпевший сходил в магазин и приобрел там алкоголь. После этого между ним и злоумышленником произошел конфликт, в ходе которого тот пригласил его в подъезд, где нанес ножевое ранение в бедро. После этого потерпевший вышел на улицу и сообщил, кто на него напал, после чего потерял сознание. Будучи доставлен в больницу, спустя несколько часов он скончался. Оставила малолетних детей в заведении общественного питания, а сама пошла делать закладки с наркотиками. К детям она не вернулась. 39-летнюю неоднократно судимую женщину задержали сотрудники полиции. Она не стала ничего скрывать и призналась, что работает в интернет-магазине курьером-закладчиком. Предложено добровольно указать и предметы, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также запрещенные либо ограниченные в гражданском обороте вещества и предметы. Таковые у вас имеются при себе? Да, есть. Наркотические вещества. Что она раскладывала в тайники, говорит, не знала. Схема работы была стандартной. Забирала из закладок оптовую партию наркотиков, расфасовывала на разовые дозы и раскладывала по тайникам. Прямо во время этого ее и задержали. Обратите внимание, полиэтиленовый пакет прозрачный с множеством... Так, это что? В виде пластилина серое вещество, твердый. Эксперты позже заключили, в сумочке у женщины было больше 105 граммов мефедрона и около грамма гашиша. Во время досмотра она призналась, ее ждут дети. Дети сейчас в настоящее время где находятся? Они в Макдональдсе сидят. В Макдональдсе? Да, потом я им сказала... Подождите, а с кем ваши дети сейчас находятся в Макдональдсе? Сверток, липка лента. А с этими были... Они вдвоем были. И вы их оставили там? Да, я им сказала, что я сейчас быстренько съезжу, отвезу и обратно приеду. Детьми занялись стражи порядка. Задержанная же вместе с полицейскими отправилась к себе домой для обыска. Выяснилось, что судима она была уже не раз. В ходе обыска съемной квартиры задержанной полицейскими было изъято еще порядка 70 грамм запрещенных веществ, а также весы, упаковочные материалы и иные предметы, сопутствующие сбыту наркотических средств. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Рамиль Шайдулин, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.